Далее смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки госпитализировано 55 человек или 5,5% от общего количества выявленных случаев. 998 случаев было выявлено за эти сутки. Из них 20,4% в городе Якутске, в районах республики 79,6%. На 3 марта лечение в стационарах получают 10,2% больных и около 90% больных получают лечение в амбулаторных условиях. За сутки выздоровело 168 человек. До 20% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все случаи заболевания зарегистрированы тяжелые не у вакцинированных пациентов. Что касается вакцинации, первым компонентом привиты 597 788 человек. Это составляет 83,4% от взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 144 749 человек, или 60,6% от общего количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. К сожалению, низкие темпы ревакцинации отмечаются в Нерингринском районе, в Мегино-Кангаласском, в Алданском, в Аймяконском и в городе Якутске. Уважаемые жители республики, напоминаю, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот его тема. Работники российских IT-компаний получили отсрочку от армии до 27 лет. Владимир Путин подписал указ о новых льготах. Касаются они IT-отрасли. Продолжается 15-й съезд женщин Якутии. Сегодня обсуждают роль женщин в развитии здравоохранения и сельского хозяйства. Помощь гражданам в поиске подходящей работы. Расскажем о деятельности Центра занятости в Аймяконском районе. Работники российских IT-компаний получили отсрочку от армии до 27 лет. Владимир Путин подписал указ о новых льготах. Касаются они IT-отрасли. Правительству поручено обеспечить ежегодное выделение средств из бюджета на гранты для перспективных отечественных разработок. Кроме того, будут направлять средства аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат. Планируют выдавать льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты. Кроме того, объявлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Упростят и процедуру трудоустройства иностранцев в IT-компаниях и получения ими вида на жительство. Также работникам российских компаний в сфере новых технологий дадут отсрочку от призыва в армию до достижения 27 лет на время их работы. Также правительство России в условиях санкций получит дополнительные полномочия, включая возможность в течение года перераспределять бюджетное ассигнование на самые актуальные и неотложные расходы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он объявил и о новом этапе амнистии капиталов, масштаб которого должен превзойти все предыдущие. Анонсировал новые льготы для отечественных IT-компаний и предложил россиянам вместо валюты покупать драгоценные металлы. Кроме того, правительство и региональные власти получат право оперативно предоставлять отсрочку на уплату налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего года. Слова поддержки и солидарности в адрес Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине высказывают в последние дни многие общественные деятели, ученые, простые граждане, спортсмены, деятели культуры и политики. Предлагаем некоторые мнения. На протяжении нескольких лет мы становимся свидетелями действий, направленных на искажение и подмену ценностей. Эти действия отражаются во всех сферах жизни, например, в спорте. Страдают наши граждане, наши земляки. В современном мире не должно быть двойных стандартов. Наступает тот момент, когда необходимо перейти от слов к делу. Военные операции на Украине – это крайняя мера, направленная на то, чтобы прекратить террор, длившийся в течение 8 лет против народа Луганска и Донецка. Настало то самое время, когда наш народ должен сплотиться возле своего лидера, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина.
К другим темам – реконструкцию 7 взлетно-посадочных полос в Якутске, Алекминске, Нюрбе, Черском, Нерюнгри, Полярном и Усть-Нере проведут до конца 2027 года. Работы идут в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, строят новый аэропортовый комплекс в Мирном, реконструируют объекты в аэропортах Депутатского, Хандыги, Сангара, Вилюйска, Белой горы. Ожидаются небольшие ограничения авиасообщения. До начала октября компания «Полярные авиалинии» продолжит выполнять стыковочные рейсы по маршруту Черский, Среднеколымск, Якутск. Также в этом году ожидаются ограничения по полетам в аэропорту Нюрбы. Разработан план стыковочных рейсов. Строительная готовность республиканского онкологического центра составляет 66%. На объекте начали отделочные работы по нацпроекту здравоохранения. Ведут прокладку кабельных линий, монтаж электрощитов, прокладку вентиляции, устройство перегородок из гипсокартонных листов, монтаж гидроизоляции санузлов. На объекте работают 126 человек. Общая площадь онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч квадратных метров. Стратегическая сессия на тему реализации нацпроекта здравоохранения прошла сегодня в рамках 15-го съезда женщин Якутии. Обсуждали цели и задачи на предстоящий год и будущее. Одно из главных направлений – развитие первичной медико-санитарной помощи. Якутия уже сейчас вышла в лидеры по Дальнему Востоку по лечению пациентов с разными болезнями от онко до кардио. Женщины республики вовлечены во все отрасли медицины, а их работу по борьбе с коронавирусом сложно переоценить. Обмен опытом и постоянное повышение квалификации позволяет идти в ногу со временем и использовать новейшие методы лечения. Я хочу отметить, что действительно очень важное мероприятие. Сегодня мы на стратегической сессии будем разговаривать о достаточно серьезных темах. Будем о генетическом здоровье женщин, да, говорить, будем разбирать состояние старшего поколения, да, нашего. Цель главная – это говорить о задачах. Итоги были уже подведены, и на основании вот этих итогов, чего мы достигли за предыдущий год, базируясь на эти итоги, будем двигаться уже дальше. Роль женщины в развитии аграрного сектора сегодня стала главной темой стратсессии в здании Минсельхоза. Обсуждают актуальные вопросы более 50 делегатов в офлайн и онлайн форматах. Сейчас в республике насчитывается более 3000 хозяйств, из них на 400 руководят и работают женщины. В последнее время в агропромышленном секторе они развивают малый и средний бизнес. Женщины-фермеры выращивают овощи, клубнику и другие виды. Но волнует их нехватка молодых кадров, повышение цен, также вопросы строительства коровников, специализированных баз. Эти и другие моменты зафиксируют в итоговой резолюции сессии. Я горда тем, что здесь, в Якутии, в условиях вечной мерзлоты, именно тепличные комплексы, да, те, которые раньше мы говорили, что в холоде это невозможно, а здесь это развивается и развивается с таким темпом. Это гордость на самом деле. И опять же я услышала цифру сегодня: 37% женщин в агропромышленном секторе вовлечены в Республике Якутия. Я уверена, что этот процент намного больше, потому что агропромышленный сектор, как правило, это семейный бизнес. Наша ассоциация и наш фонд развивающихся территорий, мы оказываем именно помощь вот в этом секторе, да, то есть предоставление качественных услуг в микробизнесе. Главное направление работы службы занятости – помощь гражданам в поиске подходящей работы и повышение их активности на рынке труда. Светлана Поцелуева подробнее о работе Аймеконского отделения службы. Небольшой коллектив работников Аймеконского центра занятости проводит большую ежедневную работу по трудоустройству нуждающихся в работе граждан. Сегодня численность безработных в районе составляет 139 человек. В начале года их было 150.
У нас идет активное трудоустройство в промышленные предприятия района. У нас планируются ярмарки вакансий, наши люди в промышленность, в том числе и для женщин. Большая работа будет проведена в этом году с женщинами. Также есть возможность обучения, пройти переподготовку и устроиться в промышленные предприятия Южной Якутии. С детьми у нас на лето запланировано временная занятость подростков на летний период на 2 месяца. Обращаются в Центр занятости по разным причинам. Мы работаем 2 сезона за поиск золота. Работаю давно. В конце сезона хочу поставить на учет, чтобы непрерывно не было, но до пенсии, чтобы помогали это пенсионные. Александра Шадрина стояла на учете как безработная. Обратилась в Центр занятости населения как безработная. Мне предложили открыть свое дело. Помогли составить бизнес-план. Я его защитила, получила материальную поддержку. И теперь открываю свое дело – ремонт и обслуживание автомобилей. Если человек действительно заинтересован в поиске работы, ему следует обратиться в Центр занятости. Здесь ему обязательно помогут найти подходящую работу, пройти переобучение или переподготовку. Даже помогут с переездом, если место работы нашлось в другом районе. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Идем далее. Улица Дзержинского в Якутске будет перекрыта на 1 час в связи с проведением шествия в национальной одежде 5 марта. Шествие посвятят Году культурного наследия народов в России, говорится в сообщении. С 11 до 12:00 по местному времени перекроют участок от улицы Федора Попова до площади Орджоникидзе. Маршрутные автобусы продолжат движение согласно разработанным схемам объезда. С ними можно ознакомиться на сайте мэрии Якутска. НВК «Саха» покажет турнир «Ханалас Хапсагая» 5 и 6 марта. Смотрите в субботу и воскресенье с 14:30 по якутскому времени на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», а также на YouTube-канале НВК «Саха». Трансляция соревнований первого дня, 5 марта, продлится до 18:00, 2 до 20:00. Также телеканалы в прямом эфире можно смотреть через мобильное приложение НВК «Саха». Традиционный турнир в этом году пройдет уже в 25-й раз. Обзор основных событий мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.